Для города Казань это непростая территория. Одна из самых депрессивных территорий города постепенно обретает новую жизнь. Улица Портовая, промзона со складами, гаражами и заброшенными предприятиями должна превратиться в жемчужину Казани. Благодаря программе комплексного развития территорий здесь создадут новые общественные пространства и жилые комплексы. Первые ласточки уже появились. Возведено 4 высотки. Объекты показывают депутатам. В каждом доме в среднем 6-7 подъездов. В одной очереди 350 квартир, в другой очереди чуть побольше, это 450 квартир. Далее мы планируем развивать соседнюю территорию. Там мы уже переосмыслили нашу концепцию и запускаем бизнес-класс с подземной парковкой, с панорамными окнами. Идею о реновации когда-то заброшенной территории около 10 лет назад предложил Рустам Минниханов. Но только сейчас пазл начал складываться, но не все так гладко. По словам архитекторов, основная проблема Новой Портовой – изъятие земель гаражных кооперативов. Как подсчитали, здесь около 300 собственников, со всеми придется договариваться. Мы столкнулись с тем, что здесь действует гаражная амнистия. Эти там порядка 300 участков, которые как бы не оформлены, они в любой момент могут дооформиться и вылезти, соответственно, предъявить претензию, что их не уведомляли как положено. Плюс к этому есть недооформленные гаражи, которые тоже имеют право зарегистрироваться в упрощенном порядке. И вот мы на протяжении полугода оформляем активно земельные участки, даем людям всем возможность прийти в рамках дачной амнистии дооформиться. В ближайшие 15 лет на территории в 300 гектаров должны появиться 20 жилых домов. Это около 1000 квартир, новые общественные пространства, комфортные зеленые зоны, деловые и коммерческие центры. Кроме того, планируется создание 12-километровой набережной. Развивать Портовую будут в 2 этапа. Сначала запланировано строительство 2 транспортно-пересадочных узлов, 300 тысяч квадратных метров жилья и крупного образовательного кластера из школ и детских садов. Практика показывает, что если мы опоздаем даже с детским садом, уже появляется дискомфорт. Здесь тем более территория активно оснащенная коллекторами и прочими вещами. Потом, промзону превратить в жилую красоту – это очень сложная, амбициозная задача. Закон о комплексном развитии территорий подписал Владимир Путин в конце 2020 года. Он подразумевает современный подход. На месте стагнирующих зон возведение целых кварталов с продуманной инфраструктурой. Но, как отметили на заседании, в Татарстане механизм пока так и не заработал в полную силу. В самом краешке вот этой верхней косы у нас находится элеватор, к нему у нас идет железнодорожный путь, действующая ветка, на которой у нас сидят и потребители, которые пользуются этой железнодорожной веткой, ну и железная дорога – это объект федерального значения, функционирующий, который, соответственно, включить в комплексное развитие невозможно. Дальше у нас есть вопросы, которые связаны с тем, что эта территория требует инженерной защиты, строительства берегоукрепления. Как подчеркнули, в Татарстане к 2030 году в рамках программы объем строительства жилья достигнет 5 миллионов квадратных метров. У нас есть большая очень территория, так называемая Восточная Дуга, в городе Казани, граничащая с Петричинским районом. Поэтому мы думаем, что именно там весь потенциал под жилищное строительство Восточной Дуги. Когда мы решим там проблемы с транспортом и инженерной инфраструктурой, надо будет заводить посредством решения КРТ. И сегодня на заседании комитета анонсировали преображение по программе комплексного развития московского рынка Казани. Работы начнутся в конце года. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.